Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет об актуальных проблемах по развитию города Якутска и путях их решения. И говорить мы сегодня будем с исполняющим обязанности главы города Якутска Григорьевым Евгением. Евгений Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Насколько я знаю, сегодня разрабатывается план по развитию города Якутска по всевозможным абсолютно направлениям, затронуты разные темы, но хотелось бы услышать все-таки немножко конкретных цифр. Например, сколько новых домов будет построено в Якутске в этом году и сколько людей переселят из аварийного жилья? 2021 год у нас стоит по плану ввода жилья в районе 280 тысяч квадратных метров, в том числе многоквартирные жилые дома и индивидуальный жилищный сектор. Этот плановый объем у нас сегодня коррелируется с теми выданными разрешениями на строительство, которые есть. Мы и к этой сумме должны прийти к концу года. Наблюдается некий рост по активности по ИЖС, но есть ряд вопросов, которые необходимо нам сегодня снимать в совместной работе с Министерством экологии. Это вопрос зоны подтопления. Значит, у нас есть обременения, связанные с регистрацией домов на таких участках. Мы понимаем, что это огромная проблема для людей, живущих в этом секторе. Около 8900 земельных участков попадает. Если мы решим этот вопрос, то мы ощутим резкое увеличение количества жилищного строительства. Вот в этом году, благодаря выделению дополнительного финансирования, мы должны переселить вместо планируемых 7 тысяч около 42 тысяч квадратных метров. Это в планах 115 многоквартирных домов. Ну и по сути дела мы готовы будем практически всю программу исполнить по переселению, не дожидаясь 2024 года в 2022 году. Ну, это прям отлично. Да, а дальше будем уже ходить во все инстанции, добиваться на федеральном уровне в фонде реформирования ЖКХ внесения изменений в существующую программу, чтобы мы могли еще и 22-23 года, 24 года расселять еще большее количество людей у нас на территории города. Еще один вопрос, который довольно-таки остро стоит в городе, это необходимость увеличения в Якутске школьных мест, ну и, естественно, ликвидация второй смены, о чем уже неоднократно говорилось. Расскажите, сколько школ в Якутске планируется построить в ближайшее время, и есть, насколько я помню, министр образования объявлял о проекте «Суперкампус» в пригороде Кангаласы. Как продвигается этот проект? Вышел недавно, вот на днях вышел порядок Министерства просвещения, по которому дает для регионов, вышло еще лучше условия стало. Для нас можно строить не только по ГЧП, но можно и по 44-му федеральному закону уходить или выходить на выкуп готовых зданий. Это гораздо расширяет возможности участия в этой программе. Программа очень нужная для города Якутска, потому что 75% идет за счет федерального источника, 25% за счет регионального. По сути дела, для города Якутска это будет подарок. В итоге при реализации вот этого проекта ГЧП или в иной форме сотрудничества с госкорпорацией ВПРФ, что, безусловно, отличный вклад в отрасль образования города Якутска и развития в целом людей, живущих в городе Якутске, удастся дополнительно реализовать около 17 тысяч мест. По суперкампусу. Идея суперкампуса заключается в том, чтобы на территории пригорода Якутска в Кангаласах построить современный комплекс, где могут одновременно обучаться и жить ученики, студенты, учащиеся в СУЗах города Якутска. И для них были бы созданы новые условия, новый формат обучения, оборудование. Все могло бы способствовать тому, как вот люди обучаются в лучших учебных заведениях по всему миру. Вот все Гарвард, Оксфорд, они учатся по принципу кампусов. Вот у нас будет суперкампус в Якутске. Это позволит повысить уровень образования в СУЗах, раз, перевооружить их заново. А второе, что получится важное для города Якутска, это здания, которые находятся здесь, в центральной части города СУЗов. Они высвободятся. Это около 68 тысяч квадратных метров, которые, опять же, можно, реконструировав, сделать школами, детскими садами. Но это будет, безусловно, очень хорошее подспорье, скажем так, да, этой программе. Не могу не спросить про дороги. В этом году планируется ремонт и реконструкция почти 50 километров. Если конкретизировать, это важно знать каждому жителю, какие дороги будут отремонтированы и реконструированы в этом году. Ну, здесь у меня целый список, я, с вашего позволения, возьму для себя улицы. У нас определено, что в этом году мы работаем на 43 объектах.
Это будет 49 километров дорог. А в этом году начинается эпохальное знаковое событие для города Якутска. Это реконструкция проспекта Ленина. Закончим в этом году большую работу по окружному шоссе в 4 полосы велодорожки. Это позволит разгрузить город, я в этом убежден. У нас в этом году большая работа будет завершена и логически будет подведена почти к конечной мысли развития южной стороны Якутска. Мы в этом году начнем от магазина «Емиян», торгового центра «Емиян» до речевой школы, асфальтируем Старопокровский тракт 3 километра 700 метров. Асфальтируем улицу Ивана Кульбертинова, получается полностью от поворота с Воинской до Сергеляцкого шоссе. Нагорную улицу захватим. Там же захватим Студенческую улицу по птицефабрике. В 2022 году у нас в плане стоит речевая школа и сот-птицевод. В этом году мы, в общем, опять же сильно зайдем на пригороды. Мы в этом году из знаковых работ начнем большую работу по улице Ильминская, Винокурова. В Новогрессе начнем работу по улице Бабушкина. В следующем году будет Очиченко. Ну, вы затронули тему пригородов, давайте поговорим немного о них. Я знаю, недавно у вас были встречи с жителями микрорайона Мархас, Атал. Проектов очень много и в этом направлении. Это и газификация, и проведение высокоскоростного интернета, это и вопрос остановок, и проезд, может быть, даже бесплатный для детей, жителей этих микрорайонов будет введен. Расскажите об этом, об этой работе. Сегодня мы точно фиксируем ряд проблем, которые испытывают жители пригородов. Ну, одну из них я вам сказал, она связана с обременениями, которые возникли в результате включения в Росреестр зоны подтопления. Этот вопрос мы будем решать. Помимо этого есть вопросы, связанные с инфраструктурой. У нас есть проблема, связанная с дефицитом газоснабжения. Всего у нас около 2000 отказов сегодня имеют граждане от Сахатранснефтегаза с формулировкой дефицита пропускной способности. Не могут подключить, даже если у них стоит гусак под забором земельного участка. Для того, чтобы устранить эти проблемы, нам нужно в целом выделить для устранения этой проблемы дефицита газоснабжения около 314 миллионов рублей. И мы понимаем, что эти деньги должны быть включены в инвестиционную программу Сахатранснефтегаза, поэтому планово ведется работа с Министерством промышленности и геологии и правительством Республики Саха-Якутия. Благодаря этой работе будет рассмотрено на ближайшем сессии Илтумена при корректировке бюджета выделение 47 миллионов рублей, который пойдет на газификацию в этом году, устранение дефицита пропускной способности. Из этой суммы 34 миллиона будет направлено на газификацию 120 земельных участков, Маганский тракт, левая сторона. Это у нас улица Мархинская, Жатайская, Жатайская 1, Просторная, Студенческая, переулок Просторный, переулок Алгыс. Также у нас в этом году будет проведена работа по газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям. Мы эту работу ведем планово. У нас в общей сложности около 5000 земельных участков, выданных многодетных, требуется подключению к газу. В этом году мы завершим работы по микрорайону Северный. Вот в апреле месяце испытания будет закончено. Это 1310 земельных участков. У нас проведены работы по Хатасам и находится на стадии получения документации 945 земельных участков. В этом году мы газифицируем еще дополнительно 106 земельных участков в районе птицефабрики. Большая общая проблема у всех пригородов – это интернет. До конца апреля будет подключен интернет в микрорайоне Марха и Сатал. Дальше вот у нас в январе были встречи с общественностью по всем пригородам в рамках отчета окружной администрации, и очень много пожеланий, жалоб поступило со стороны жителей Хатасов. А Хатас у нас сегодня очень сильно развились, очень большое количество людей, поэтому мы договорились с поставщиком услуг интернета, строителями, чтобы они часть своих сил сейчас бросили срочно на разработку проектно-сметной документации в Хатасах. В общем, до июня месяца в Хатасах будет интернет. Все-таки столица – это лицо региона. Расскажите, пожалуйста, что будет сделано в рамках создания неких общественных пространств для комфортной жизни и отдыха жителей столицы. Все-таки это и детские площадки, какие-то территории, где можно спортом заниматься, воркауты, теплые остановки. В этом направлении какая работа предусмотрена? Да, у нас уже несколько лет работает в город активно в программе формирования современной городской среды.
через выделение федеральных денежных средств, республиканских. Эта работа у нас будет продолжена и в текущем году, и в следующем. В рамках подготовки большой работы городом проведена работа по разработке проектно-сметной документации благоустройства озера Сайсары. Мы сегодня находимся на этапе получения государственной экспертизы, положительного заключения, проходим экспертизу. Как только будет получена положительная экспертиза, пакет документов будет дан для участия в конкурсе. Общая сумма денег по благоустройству озера Сайсара около 300 миллионов рублей. Это значительная сумма, но и проект сам колоссальный. Это полное преображение всей территории у озера Сайсара, в том числе и сквера Матери. Разработка и реализация его позволит получить еще одно новое место притяжения горожан и место отдыха. Это, значит, из таких масштабных. Помимо этого, мы с прошлого года в городе Якутске приняли решение, что будем вводить трехлетие благоустройства. Собственно говоря, работа уже началась. Мы сегодня ведем штабную работу в еженедельном режиме. В этом году мы планируем благоустроить 16 дворов и построить 15 площадок для воркаута, для занятия спортом. И ежегодно мы будем это делать, строить по каждой площадке, в каждом округе, чтобы они были рядом, и они были действительно современные и комфортные. Ну и насколько я помню, вы заявляли, что вот те 100 миллионов дополнительных рублей в бюджет Якутска, которые были выделены главой республики после переговоров, будут в том числе и на эти цели тоже направлены. Да, мы в принципе, смотрите, мы определение источников для трехлетия благоустройства нашли за счет местного бюджета. При принятии бюджета 2021 года эти деньги были уже определены в рамках программы муниципального формирования современной городской среды. Дополнительный источник в виде 100 миллионов рублей придет по деньгам, которые приходят в рамках исполнения столичных функций. 100 миллионов рублей, которые будут выделены для города по этим функциям, будут направлены на две цели. Первая из них – это масштабная большая работа по освещению наших улиц. У нас сегодня общая потребность в дополнительных опорах освещения – это около 7 тысяч опор. При реализации темпами, которые сейчас есть у нас, мы это будем делать очень долго, поэтому задачу по освещению города мы ставили на всех возможных уровнях республиканской власти. И отлично, что Айсен Сергеевич нас поддержал. И будет выделено эти 100 миллионов, из них 70 миллионов мы планируем потратить на установку новых опор освещения в тех местах, где максимальное количество заявок. Эта задача будет решена в течение этого года, это замечательно. Мы сегодня имеем показатель освещенности 64%. Вот, благодаря такому внедрению подхода проектного, ежегодно добивать, мы планируем до 2024 года осветить весь город. По дополнительным деньгам остаток после освещения мы потратим инвестируем в теплые остановки, чтобы по городу Якутску сегодня иметь удобную сеть общественного транспорта. И вопрос, который вызвал в свое время прям бурное обсуждение в социальных сетях и в мессенджерах, это идея переезда мэрии на 17-й квартал. Эта идея еще в силе или нет? Какие-то другие уже варианты рассматриваются? И если да, то что будет созданием администрации в центре? Для того, чтобы прийти к этой мысли, необходимо было случиться двум вещам. Первая вещь, которая принципиально была принята еще и в программе Сарданы Владимировны, и основная задача, которая ставилась передо мной как руководителем агентства по развитию территорий, а потом и заместителя главы по строительству, это вопрос 17-го квартала. Он у меня отдельным проектом есть в кабинете, дорожная карта по его расселению. И это первая вещь. Вторая вещь, которая случилась, это определение 7-й шумовой подзоны аэропорта. Вот мы ввели разработку, заключили 2 договора развития застроенных территорий в 17-м квартале, начали сносить дома, застройщики сделали проектно-сметную документацию, шли в экспертизу и бах, приняли 7-ю шумовую подзону, строить жилье там нельзя. Вот. Но мы не из тех, кто сдается, мы стали думать, что можно сделать дальше. Ну, если нельзя строить, то нельзя же людей оставлять в этой ситуации. Мы в 2020 году выделили деньги нашли и сэкономили деньги, 134 миллиона отправили на снос 3 домов. Они будут в этом году снесены, переселены. Это
перекресток Жарницкого и Пионерской. Освободившееся пятно под застройку нужно застраивать, чтобы квартал развивать. Сегодня можно там строить административные здания, жилье нельзя строить. Поэтому в этих целях мы нашли инвестора, который дополнительно снесет еще 2 дома и построит там административное здание. Это наше муниципальное предприятие, частный инвестор на это не идет. Значит, мы понимаем, что пока мы не начнем развивать квартал, он сам не начнет развиваться. Он сам по себе не начнет развиваться. Это должны сделать это городская власть. Показать, что вот приоритет, вот мы заходим сюда. Тем более сегодня ведется работа по закольцовке ЕГРЭС-1 и ЕГРЭС-2. И там будет проходить сети отопления. Вопрос водоснабжения водоканалом тоже будет решен. И поэтому с инфраструктурной точки зрения те основные обременения, которые мешали, ограничения мешали развитию 17 квартала, они будут сняты. Мы должны быть первой силой, которая зайдет туда и потащит за собой других застройщиков. Поэтому здесь понятие есть такого, что мы должны там что-то строить все равно, для того, чтобы квартал развивать. Это раз. Во-вторых, у нас есть текущая проблема в структуре окружной администрации. Она заключается в том, что сегодня мэрия, как таковая, она разбросана по 17 адресам. Вот то здание, которое мы, Ленина 15, оно построено в 1974 году, а город в 1974 году был около 100 тысяч человек. В 2021 году мы разменяли 350 тысяч человек. Город растет очень большими темпами, быстрее нас не растут на Дальнем Востоке. Соответственно, с каждым днем увеличиваются задачи, которые должна решать окружная администрация в интересах граждан. Поэтому сегодня, даже не продавая здание, которое стоит на Ленина 15, так как для многих оно является символом города Якутска, я согласен с этим. Это символом эпохи, наверное. Да, это действующая точка зрения. И на самом деле задача была не продать это здание, задача была развить 17-й квартал и определить вот эти вот хотя бы 16 адресов, которые разбросаны по городу. Поэтому всех нужно собрать под одной крышей. И даже если нам получится собрать 16 филиалов мэрии, скажем так, разбросанных по всему городу в одном здании, то это резко отразится на качестве жизни горожан. Потому что сегодня кучу времени тратится на перемещение между этими зданиями. Сегодня нету современных хороших форматов для быстрой работы, формирования кроссфункциональных команд, которые из разных оргструктур для быстрого решения задач. Вот это все показала практика мировых компаний, таких как Google, Яндекс. У них же все офисы такие, это большие open spaces с несколькими командными комнатами. У каждого нет своего кабинета, но от этого только работа убыстряется. И вот этот подход, он в принципе никуда не ушел. Это основная из задач, которую я перед собой ставлю, я от нее не отказываюсь. Евгений Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», но о проблемах по развитию Якутска и путях их решения нам рассказал гость студии, исполняющий обязанности главы Якутска Григорьев Евгений. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.